нас будет реферить Манап Кабдиев. Да, ну и финальная рекомендация от Манапа. Со звуком сирены начнется главный бой турнира Найза 57. Турнира, который, я считаю, запомнится казахстанскому зрителю. Очень ярко получилось. Да, и начало этого раунда. Да, Жалгас в своей манере начинает довольно активно, много передвигается, ждет какой-то, не знаю, ошибки от своего соперника, чтобы разрядиться. Но Кливленд так крепко встал на ноги, и Жалгас пытается его преследовать и поджимать к клетке. Пытается оттолкнуть ногами, уже 3 кика подряд выкинул Маклин. И вот хорошее вроде колено, но Жалгас спокойно сбрасывает своего соперника. Да, и переводит сверху. Оказывается, сверху перевел. Сейчас будет осуществлять контроль, либо улучшать позицию как-то. Ну и Кливленд незаметно, что хочет вообще вставать. То есть он, возможно, за свипом каким-то охотится, но нет, наоборот, Жалгас сразу же в боковой контроль уходит, причем уходит достаточно просто. Да, сейчас, скорее всего, будет пытаться перейти в full mount. Ну и отдал, кстати, ему хаф гард он. И восстановил гард Кливленд Маклин. И локти, злые локти от Жалгаса Жумагулова. А все знают, какие у него локти и где он их отрабатывал. Пытается Маклин выйти на треугольник. И Жалгасу кричат, что прошла уже минута. Да, и Маклин даже попытки не предпринимает, просто закрыл гард, да, лежит. Не самое лучшее, наверное, положение, когда тебя бьют локтями, но ему виднее. Да, возможно, он себя комфортно чувствует на данный момент. И вовсе ему эти локти не доставили никакой дискомфорт. Ну да, вяжет Кливленд своего соперника. Жалгас при этом все равно накидывает удары. Не то чтобы хорошо вязать получается. Нужно Кливленду вставать. Не знаю, хотя он вот пытается что-то изобразить. Вроде как на руку пытается выйти. Ох, такой короткий локоть в исполнении Жалгаса. Ну и такое чувство, что Кливленд не очень вставать умеет. Да, скорее всего, нет какого-то навыка у него вставания. А Жалгас прям вцепился в соперника, наносит урон, надламливает шею. Да, попытка свипа. Ну, Жалгас вроде опять проходит ногу. Оттягивает своего соперника локтем. И, наверное, сейчас будет пытаться наносить амплитудные удары. Хотя сам Кливленд подхватил шею Жалгаса. Тоже такая патовая чуть ситуация, но Жалгас в выигрыше. И даже Маклин не пытается встать, хотя, по идее, ноги заправлены внутрь, можно было попытаться свипануть. Да он даже не старается реально же. Ему комфортно, видимо. Да, наверное, ему так очень комфортно. Ну и Жалгас не форсирует события, да, закрыл замок, наносит удары. Да, пока не так ярко, на самом деле, как, наверное, ждали, проходит бой. Да, многие, наверное, ожидали рубку стойки, но... И Маклин, наверное, ждал рубку стойки, но Жалгас воспользовался ошибкой его, перевел. Да, но с другой стороны, кто виноват, что Маклин не умеет, как бы, да, вставать из партера, и не слишком он эффективно вяжет. Да, ну и если человек не встает, это ММА, Жалгас работает в этой позиции, ему комфортно. ММА это не только работа в стойке, но и работа в партере. И видно, что хороший локоть. Ой, еще один хороший локоть. И видно, что уже глаз один отек у Кливленда. И вот туда же как еще раз один сразу злой заряжает Жалгас своим локтем. Оттягивается, теперь по корпусу работает. Я думаю, что будет переводить с корпуса на голову. Да, работа по этажам от Жалгаса. 2 локтя в живот. Попробовал, да, такой двойной удар. Да, постоянно надавливает на шею своего соперника Жалгас, мешает это дышать и просто расфокусирует. И, ох, локоть еще один прошел. Связка это с ударом локтем. Да, но что, но вот именно удары Жалгаса, именно локтем, да, проходят и в живот, и в голову. Я слышу, как Багдад Джубаныш кричит: минута агай, минута осталась. О, конца, да, хороший скользящий такой удар был. Такой, да, вскользь. И мне кажется, Маклин прям прочувствовал его. Пытается сейчас защититься в черепахе, но Жалгас прям хорошо контролирует и накидывает тяжелые удары. Да, попытка забрать спину от Жалгаса. Да, забирает, собственно, спину. Не знаю, за 30 секунд успеет ли задушить. И забрал реально кичок. Получится ли за 30 секунд пока задушить? Нет, одну руку контролирует Маклин. Наверное, сложно за 20 секунд будет, хотя...
Еще одна попытка от Жалгаса. Пока что идет за захват борьба. И, наверное, нет. 11 секунд остается. Ремень безопасности. И, наверное, Жалгас просто дождется окончания этого раунда. Ну что же, у нас заканчивается первый раунд. Да, и он под уходит... полную диктовку Жалгаса Жумагулова. Возможно, это 10-8. И да, возможно, мы ожидали, что будет преимущество Жалгаса именно в стойке. Но здесь увидели перевод, хороший тейкдаун. В самом начале почти что, да, и около, я думаю, 3-4 минут Жалгас работал сверху. На самом деле у Жалгаса хорошая борьба. Об этом, знают все, кто, наверное, смотрел его еще со времен Fight Night. Парень умеет бороться. Да, и умеет хорошо защищаться от борьбы. И навыки вставания у него очень хорошие, да, именно от сетки. Интересно, что сейчас Кливленду Маклину объясняет угол, потому что нельзя ему драться так же, если он рассчитывает на какую-то победу. Конечно. Еще один перевод от Жалгаса и 3 все. удара нанесенных. 4:20 граунд-контроль. То есть, это всего 40 секунд, получается, Маклин стоял в стойке. Да. Можно даже сказать, 10-8 можно отдать этот раунд. Кстати, сейчас в углу у Кливленда тренер по вольной борьбе из зала Тайгер Муай Тай. Жалгас говорит, что канвас плохо, я так понимаю, вымыт, что ему скользко. Но... Да, второй раунд начинается, и Кливленду надо как-то форсировать события. Жесткий Да? панч попытался кинуть Кливленд Маклин, прям вложил в него все, что было, и не попал. И прям как трактор попер на Жалгаса Жумагулова, а Жалгас просто правильно поменял немножко вектор и просто оказался за спиной у Кливленда Маклина. И сейчас, думаю, нужно ему закрепиться. Да, сейчас как-то Кливленд Маклин тратил время на то, чтобы поговорить с Манапом. Чуть не пропустил удушку от Жалгаса, но в итоге забрал позицию, причем как-то, играючи достаточно. Да, забрал спину, и сейчас будет осуществлять контроль. Либо работать как-то. Да, нагружает спину Жалгаса Кливленд. Достаточно неудобная история. Бить коленом здесь нельзя. Жалгас об этом понимает, специально блокирует. И вот сейчас Жалгас сам выполняет перевод, но чуть спину ему Кливленд не забирает. Такая какая-то патовая ситуация у нас. Держаться нельзя за клетку. И Жалгас что-то тоже апеллирует опять же как-то к рефери. Кливленд сейчас, наверное, потеряет позицию. Да, сейчас Жалгас будет пытаться развернуться. И почти удалось ему. Развернулся. И вышел в гард. Сел Жалгас в гард. Интересно, попробует ли Кливленд сейчас уже от сетки подняться, потому что там не было шансов совсем. И находится он сейчас в углу своего соперника. Да, и возможно сейчас будет повторение сценария первого раунда. Слышим, что Жалгаса ведут его секунданты именно по времени. Сказали, что осталось времени совсем немного, 3:20. Кливленд даже не хочет вставать, у него гард закрытый. Как ты с закрытым гардом встанешь? Не знаю, такие люди бывают. Я в зале неоднократно таких людей видел, которые с закрытым гардом лежат, могут и 10 минут лежать так. Знаешь, в зале тебе не засчитают поражение. И да, это очень плохой навык. Всегда есть такое, негласное правило. И в ММА вообще, так что в течение первой минуты, если ты не встаешь, очень тяжело тебе встать потом. Как бы ты там ни старался, потому что, ты оттекаешь, это занимает большие физические силы забирает, чтобы встать. А когда ты лежишь и тебе наносят урон, и ты не пытаешься встать, я думаю, ты еще быстрее устаешь. Да, и главное, ты не улучшаешь свою позицию, а вот Кливленду сейчас это обязательно, мне кажется, нужно, потому что, уже первый раунд показал, что Жалгас может спокойно на протяжении целого раунда лежать сверху, накидывать локти. Да, и вот повторяет ошибку предыдущего раунда, закрыл гард, лежит, даже не пытается встать, хотя можно сделать креветку, создавать какую-то суету, искать какой-то, люфт, чтобы встать. Но хотя просто попробовать лежит. встать от сетки, у которой ты сейчас находишься. Да, пытаться развернуться. Даже в этом аспекте с работой с сеткой, нужно учиться навыку такому, чтобы попробовать встать от сетки. У многих этого навыка тоже отсутствует. Он просто вяжет Кливленд. Возможно, он надеется, что поднимут бой в стойку. Но Жалгас не забывает постоянно тоже что-то накидывать. Да, работает. Набирает очки.
Вот сейчас что-то интересное попытался выдумать Кливленд, но, наверное, сложно. Да, и осталось 1,5 минуты до окончания раунда. И второй раунд уходит в пользу Жалгаса. И тоже безальтернативно, то есть. Да, навык вставания у Кливленда отсутствует от слова совсем. Не пытается вставать. Да, что-то апеллирует. Я Кливленд так понимаю, снизу. что головой слишком активно работает Жалгас, и Кливленду это не понравилось. Да, и осталась минута. Будет ли форсировать, да, события? Вот пытается Кто-нибудь сейчас, наверное, спортсменов? оттолкнуться от сетки Кливленд, но Ох, такой неприятные удары. и вот да, такие локти на коротке от Маклина, но никакого урона они не наносят. Да, И просто, наверное, от безысходности, что ли. да, от какой-то безысходности ты пытаешься наносить удары. Думаю, что бой пройдет в третий раунд, перейдет в третий раунд. Не знаю, не понимаю, чем сейчас Кливленд может вообще изменить картину боя. Нету у него никаких ключей. А Жалгас работает в этой позиции, да, выжимает Жалгас максимум. закрывает рот, видимо, сейчас Кливленду. Да, такой вот хитрый прием. И хорошо очень работает, кстати, на самом деле головой, хоть, может быть, где-то таки на грани правил, но при этом постоянно головой упирает своего соперника, где-то поддавливает, где-то корпус. И подхрамывает, Подотбивает. похрамывает Жалгас. Возможно, что-то произошло. Есть ощущение, что Жалгас и на сломанной ноге. Хотя да, вот Может, в может каком-то быть из какой-то этих вот этот момент, моментов когда он как получил, да. трактор пер, может быть, действительно связка растянулась. Ах, вот, кажется, в этом моменте нога чуть застряла у Жалгаса. Слушай, ну сейчас будем смотреть, да, на самом деле интересное замечание. Действительно, было пару моментов, когда нога Жалгаса могла пострадать. С другой стороны, это ему вообще никак не мешало Да, работать. сейчас посмотрим, насколько Жалгас может, да, Ой, перемещаться слушай, на да, этой ноге. действительно, пытается расходить ногу сейчас Жалгас. И, надеюсь, ты заметил, это его соперник. Потому что прям, да, хромает серьезно Жалгас. Да, и видно, что, скорее всего, травма какая-то, да, такая, которая не позволяет Жалгасу именно расходиться, да, как-то. Уходил он, прихрамывая. Да, но сейчас тоже я видел, прям он начал поединок и тоже чуть-чуть прихрамывает. Да, третий раунд. Думаю, нужно, да, как-то Жалгасу форсировать. Üçüncü şeşuşu round jauнгерлерге қолдау көрсетейік. Алматы Арена! Чуть, конечно, прихрамывает Жалгас. Сразу Да, видно, прихрамывает, интересно, заметил прихрамывает. это Кливленд Маклин или нет. Заметит ли, да, эту? Я думаю, что Жалгас сейчас будет прям делать все, чтобы перевести соперника в партер. Единственное, что может, да, подвести нога. Да, видно, что... Ой, хороший панч от Кливленда Маклина. Какой-то флайн кни. Наверное, он сам действительно не совсем понимает, что делать. И вот тоже рассчитывает на какую-то вот эту вот. Да, на какой-то панч. лаки панч. Пытается, да, пробить коленом. Ох, а сейчас такой Да, необычные удары. удар живот, Удар да. с колена рукой в корпус. Сам пропускает. Ох, и попал Ой, в удар пах. Попал в пах очень Причем сильно. прям, Плотный да, удар. что-то прям жестко. Я думаю, что это сейчас не очень подходит для Жалгаса, у которого нога и так очень сильно болела. И я бы, да, хотел посмотреть повтор, потому что еще нога подвернулась у Жалгаса жестко. Ну да, прям это Ох, чистый это- панч был в пах. Кливленд Маклин, собственно, и не скрывал, что в пах попал. У Жалгаса есть 5 минут, и кашлять тяжело. Да, очень плотный удар. Блин, надеюсь, не такое серьезное какое-то, да? На самом деле уже прошло, ну, не дай бог, да что, но уже прошло больше, перевалил за экватор бой, так что могут, если Жалгас там скажет, что не готов драться, могут Да, посчитать могут уже принять, да, техническое действия решение по бою. Но, думаю, Жалгас из тех бойцов, который пойдет до конца. Ну, сейчас доктор
Ну да, вот примет еще раз решение, повтор, скорее вот всего. Прям чистейший Ну, удар в Жалгас, пах. да, Жалгас встал, сейчас Чистее. будет пытаться расходиться. У него есть 5 минут для полного восстановления, да, и уже будет врач принимать решение, исходя и от состояния Жалгаса. Но вот такие вот удары по паху, они в первую очередь избивают, да, как-то дыхание и болевой такой шок у тебя наступает. Сам не раз, да, пропускал на тренировке. Я сначала подумал, что ты говоришь про удары пах? тренера Маклина, удары по паху. Нет, По нет, пахе. Маклина не пропускал, ну, пропускал на тренировке. И... Ну что, вроде бы бой продолжается. Да, Судя- да, Жалгас принял решение продолжать бой. Осталось 3:40. Не будут наказывать Маклина за это действие. Ну, действительно, не уверен, что это было О. намеренно. Жалгас немножко и подсел в этот момент. Пропустил такой чистый удар в пах. Но видно, что все, он пришел в себя. Я думаю, что бой можно продолжать. Да, Жалгас готов. Показывает, что готов продолжить бой. Нет, я так понимаю, что Кливленд показывает, что хочет попить воды или что? Я Что вот не хочет? понял. Он показал какое-то странное движение. Хочет накуриться? Не знаю, мне показалось, что хочет попить воды. Да, хочет накуриться. Смотрим продолжение боя. Да, продолжается у нас третий раунд на отметке 3:37. Да, и вроде вот час расходился. Да, кстати, вот нога, Жалгас тоже хотел об этом сказать, вроде пришла в порядок. Да, но все равно полностью наступать он, скорее всего, не может на нее, да, как-то. Ну какая-то еще, знаешь, какая-то корявая, что ли, у Маклина ударка, непонятно, что он делает. Да, непонятно, с Что-то какого ракурса бьет, встает на прилетает. колено, прыгает. Вроде и кики такие у него плотные, но... Ой, и вот все это Да, необычно было. пытается отбить вот эту ногу. А, ну, наверное, да, понял. Ну, с ногой у Жалгаса проблемы. О, хорошая двойка. Возможно, этот раунд мы увидим в стойке полностью, да? Ну да, О, кстати. Хотя вот сейчас Жалгас зацепился и думаю, что перевести он точно хочет. Получится ли с травмированной ногой перевести, не знаю. И, кстати, вот видишь, Кливленд сразу же по ноге Да, это работает. начинает бить по ноге. Он уже понял, да, что у Жалгаса есть проблемы. И вот попытка перевода от Жалгаса, но устоял Кливленд Маклин. Но сейчас, Да, наверное, уже сейчас не вторая получится. попытка перевода от Жалгаса. Да, работает хорошо от сетки Кливленд. Надо ему растягивать ноги, если он Да, не хочет и упасть. и перевод осуществлен. Да, через руку, конечно, задушить ему не получится, как раз без гарда. Но, может быть, сейчас попробует он встать. В принципе, можно попробовать вывести ноги назад. И, Да, я думаю, сейчас Жалгас свободно вытащит шею. да, зря он зарядился на эту удушку, наверное, Кливленд. Хотя, слушай, какое-то опасное довольно положение для Жалгаса. Ну, как будто бы, да? Как будто бы неудобное. Хотя вроде бы и дышит, да. всё в порядке. Да, нет, вытащил шею Жалгас. Ну и, наверное, это все. Я думаю, что дальше уже... Да, осталось минута 40. Я думаю, Жалгас доработает до победного в этой позиции. Работает по этажам, живот-голова. Да, уже такое продолжение, наверное, первого раунда. Да, второго даже, там у клетки было. Двух раундов. Просто первый был, наверное, в центре, второй был уже прямо у клетки, как раз в углу Жалгаса. Да, и грамотная работа Жалгаса, он всегда переводится рядом со своим углом, чтобы слышать подсказки своих секундантов, которые ведут его четко по времени, да. И сейчас видим попытку от Кливленда, да, выйти на Кимуру. Ну, не Такая сработает. безуспешная. Кричат- Будет ли предпринимать, да, такой? Нурбек Абдрахманов кричит Жалгасу не отпускай, но я думаю, что Жалгаса без Нурбека знает, что осталась всего минута. Да, доведет до победного, я думаю. Хотя Кливленд, да, пытается. Слушай, выходит на ногу, еще и пытается выйти на на ногу. больную ногу. Очень опасно на самом деле, очень опасно. Нет, я думаю, вытаскивает колено свое. Я скорее к тому, что нога больная. Нет, нога здоровая, правая нога больная. Правая нога, окей.
Кливленд сам оказывается сверху Жалгаса, и Жалгасу нужно просто потерпеть 30 секунд. Но Да, ну работает Попробовал. активно Кливленд. Да. Концовку. единственный шанс попробовал использовать. И, Да, хотя бы успех пытается не концовку забрать. ну, ничего она не решает вообще. Да, ну, по-любому по раундам 2-1, даже если Да нет, никак. Маклину отдадут. Ну, у вас всякое возможно, за концовку. Но 3-0. Кстати, Жалгасу сверху, нужно сверху неплохо дотерпеть. работает Клинт Маклин. Я вот сейчас посмотрел, прям накидывал такие тяжелые панчи. Сверху неплохо работает. Не знаю, что он делал весь бой. Ждал последних 15 секунд. Необычно. Ну, Но я вот думаю, по что- раундам, я думаю, 3-0, 2-1. Единогласная победа Жалгаса. Ну что, друзья, спасибо всем, кто был с нами сейчас на трансляции. Надеюсь, вам понравилось так же, как и нам, потому что турнир очень сильный получился. Апсеты, новые имена, кровь, нокауты. Огромное количество всего. Мне Да, понравилось. сегодня увидели все мы. И Да, большое может- спасибо всем телезрителям. Да, конечно. которые Большое смотрели. спасибо Фанилю Фархатовичу Рафикову. Большое спасибо Данилу Донченко. Он тоже к нам приходил на целых 2 боя. Да, большое. Встретимся на турнире Найза 58. Да, конечно. Большое спасибо, Михаил. Было очень приятно с вами работать. Большое спасибо еще раз всем телезрителям. И всей команде... Талстан Алга. Да, спасибо всей команде Лиги Найза. Встретимся совсем скоро. Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. 28-29. Winner by unanimous decision. Fighter of the red corner, Жалгас Жумаев!